Достар девам етеміз студиямызда Мысафыр ве бүгін география более бұрақындалла фирсеті деміз, чүнки бүгін мерақлы бір күн қайдетелі. Тәфсилатлар енді бір қайш дақадан соң субетіміздің девамында. Демек, көрметлі достар, Қырым Федераль университетінің туризм кафедрасының доценті, география илімлері намзеті Игорь Вахрушев біздің студиямызда. Ассаляму алейкум, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Рада вас видеть у нас в гостях. Как настроение? Замечательно, все хорошо. Игорь Борисович, День географических информационных систем. Что это за день, почему он важен и нужен, и почему он, собственно, появился? Ну, нужно сказать прежде всего, что это не праздник, да, это международный день. Еще в 1999 году Национальное общество Соединенных Штатов, географическое общество, объявило третью неделю ноября как неделю распространения географических знаний по всему миру. И вот получилось, что среда выпала на такую особенность в географии, как геоинформационные системы. Для того, чтобы проще понять телезрителям, это определенные картографические данные, представлены в цифровой информации и связанные с какой-то еще дополнительной информацией. Да? То есть, по сути, геоинформационные системы – это та же картография, которую знали еще и мореплаватели там, тысячи лет назад, но положенная на цифровую основу и уже с использованием других определенных элементов современных. То есть различные современные навигаторы и прочее, которыми мы, в принципе, пользуемся ежедневно. Да, каждый человек рано или поздно в нашем мире сталкивается с геоинформационными системами, и с каждым годом все чаще и чаще. Нужно понимать, что геоинформационные системы, они появились на самом деле давно, потому что методы обработки информации – это не только методы обработки с помощью смартфонов, компьютеров и так далее. То есть первобытный человек, который начал рисовать уже место расположения зверей, на которых он находится, он уже был первым, можно сказать, информационным картографом. Да? Даже вот первые путеводители в, допустим, средние века, даже по Крыму, вот византийские, турецкие путеводители, это была карта, которая была на двух свитках, и когда путешественник шел, он ее перематывал, да, и смотрел, как идет его путь. Чем не современный, по сути, навигатор, да, вместо смартфона только использовалась вот такая вот интересная система. Какие современные задачи у географии? Сейчас география переживает очень важный этап. Это достаточно глобальная наука, и основные ее предпосылки, то есть появление ее в таком глобальном плане, потому что география все рассматривает в пространстве. То есть мы можем брать любое явление нашей общественной жизни, любое научное какое-то направление. Если мы его рассматриваем в пространстве, сразу появляются у нас географические знания, да, географические особенности. Возьмем, не знаю, к примеру, там, экономику, да. Есть экономика, наука, которая занимается экономическими системами, прочими закономерностями. Но если мы рассматриваем распределение этих закономерностей в пространстве, мы получаем экономическую географию. То же самое общественные науки различные, социальная география и так далее. Вот. Если мы используем картографические данные и связываем их с какой-то другой дополнительной информацией, то уже получаются наши геоинформационные системы. Так как география внедрилась, да, вот в эти системы, с которыми мы вот помимо, да, например, того же навигатора, с чем мы сталкиваемся ежедневно, и это именно есть те самые геосистемы? Сейчас вообще задачи географии, одна из проблем, да, таких глобальных, это плотная интеграция именно в современное информационное общество. Мы повсюду видим сейчас расширение информационных представлений, информационных зависимостей определенных, да, у разных структур, в том числе и у картографических. Мы сталкиваемся, вот у вас на телевидении, наверное, был прогноз погоды, да, совсем недавно, да. Это сейчас прогнозные все моменты, связанные с атмосферой и так далее, тоже ведутся через геоинформационные системы. То есть, как это делается, если объяснять на пальцах, есть пространство картографическое, да, имеющее цифровую модель какую-то, да, и есть данные, которые получаются от спутников, от наземных исследований, все выносятся на эту карту, и в зависимости от смещения температуры воздушных масс, все это потом превращается в прогнозную модель, и мы можем давать прогноз по изменению того же состояния атмосферы, погоды и так далее. Игорь Борисович, вы нам приводите вот такие примеры. Хотелось бы как раз-таки вот поговорить об информационном развитии. Все-таки какие идеи новые пришли? То есть есть ли что-то новое и действительно вот как они развиваются, эти идеи? Сейчас основные идеи и вот в нашем вузе,
и все другие географические направления, научные направления нашей страны сейчас развивают идею того, что геоинформационные системы являются хорошим инструментом прогноза. Прогнозы изменения, допустим, окружающей среды. Да, если мы возьмем загрязнения, положим их на карту, представим их изменения, то увидим, как может меняться ситуация. Особенно актуально это в последние годы, когда активно говорят об изменении климата. Да? Да. Вот климатические все возможные закономерности и так далее. Сейчас упор также делается на создание высокоточных карт. Потому что все мы с вами сталкиваемся часто, достаточно, с навигационными системами, это все ГИСы. И очень часто сейчас говорят в свете развития современных автомобилей о автопилотах. Да? И вот эти системы автопилотирования и вообще машин без пилотов, они все развиваются благодаря геоинформационным системам. Потому что каждую секунду нужно определить, где находится машина, с какой скоростью движется и что ее ждет впереди. И вот без точной картографической информации этого невозможно. Поэтому сейчас где-то 30% да, исследований в области геоинформационных систем направлено на создание высокоточных карт. Это создание с помощью спутников, других геодезических систем. То есть это одно из таких очень важных направлений. Когда мы будем иметь такую вот точную картографическую основу, к ней уже можно подвязывать любую другую информацию. Да? То есть я напомню, что геоинформационная система прежде всего состоит из географической основы, то есть картографической да, основы, а потом уже к ней подвязывается любая информация. То есть в основе всего стоит наука, а вот уже оболочка, внутри это ядро, это наука, а оболочка это как раз-таки техника. Это классическая, повседневная жизнь. Классическая Да. система у нас есть фундаментальная наука, прикладная, и то, что мы с чем сталкиваемся, это разработки. Вот вершину айсберга разработок мы с вами видим в виде приложений тех же Яндекс.Карты, там Google Maps и так далее. А вот как раз-таки об этом хотелось бы поговорить. Все-таки современная навигация, да, ее много, различные приложения. Вот вы сказали, что нужно спроектировать, то есть какую-то прям сверх-мега-мощную, да, это карту, которая уже будет автоматически работать, это все будет решаться. Современные карты, современная навигация, на каком она уровне? Вот, например, прогнозирование транспорта, маршрутки, там, я не знаю, автобусы, Да. такси. У нас в Крыму, это? да, и по всей России, в принципе. Тут вопрос в том, что вот геоинформационные системы именно навигации был очень активный, можно сказать, такой рост спроса на эти системы, когда появились системы глобального позиционирования, известные в народе как GPS. Как только приборы стали определять точное местоположение, привязывать это все к карте, тогда появилась эта система навигации, уже доступная в быту и так далее. Конечно, это все по большей части принадлежит в области военных изначально разработок, потом стало доступно уже гражданскому населению. Вопрос здесь не только в точности картографической основы, но и в точности позиционирования. Вот у нас есть собственная ГЛОНАСС-система российская, которая более точно работает, чем GPS. Чем эти системы позиционирования будут точны, тем точны будут прогнозы уже в области движения транспорта и так далее. Нужно сказать, что Россия находится в топ-20 стран, готовы к массовому внедрению геоинформационных систем. То есть мы сейчас стоим на пороге этого внедрения. Мы не внедрили. И те моменты, которые мы видим в известных для всех Яндекс.Пробках, некоторые сталкиваются с тем, что подъезжают как будто показывающиеся пробки, она уже исчезла. Да? Либо наоборот еще пробка. То есть это момент в том, что технология находится на стадии развития и на стадии внедрения. То есть мы находимся вот на такой, если говорить о Северной Америке, Канаде, Соединенных Штатах, они уже заявляют о том, что у них геоинформационные системы уже в общество внедрены, они их дальше уже развивают. А вот мы стоим на пороге внедрения, да, то есть у нас вот такая вот стадия развития геоинформационных систем для общества. То есть население готово? А население, тут вопрос не в населении, вопрос больше к государству. У нас есть большая проблема в нашем государстве, это законодательство. То есть наше законодательство касательно картографии по большей части в многих законах и многих подзаконных актах находится на уровне 60-х годов. То есть данные засекречены, невозможно их распространение и так далее. И вот сейчас как раз ведется мощная работа, чтобы подогнать как бы и секретную информацию, и законодательное ядро к тому, чтобы эти системы были доступны для народа. И эта работа ведется очень активно. И тогда уже все прям будет
Вот. Хорошо. Тут уже зависит какова перспектива? Да, Давайте. это уже зависит от технического прогресса. Да, мы знаем таких крупных гигантов, как Google Maps, допустим, да, таких как отечественный Яндекс, который очень заинтересован в развитии этих систем. И, естественно, когда законодательство даст эту возможность, уже экономические системы за счет получения выгоды, они начнут развивать эти системы. Ну, мы сейчас можем наблюдать элемент развития, когда можно наблюдать за движением того же общественного транспорта в Яндекс.Картах, да, то есть вот эти вот моменты. Ну, в Симферополе троллейбусы явно видны. И, ну, Али несколько контролирует эти Я процессы. контролирую, да. И несколько видов маршруток можно определить, кто где едет. Но, опять же, не все. Вот. Тут вопрос в том, что само экономическое развитие подтолкнет к этому. К примеру, в Лондоне, когда стали внедрять частники такси, маршрутные транспортные средства, геоинформационные системы, то есть отслеживание движения транспорта, доход участников вырос примерно на 20-30%. Потому что люди стали видеть, какой транспорт подходит, когда он будет на остановке, заранее выходить и не ожидать, тем самым повышая объем перевозок и, соответственно, прибыль простого участника-перевозчика. И систематизация некая. То есть Естественно, люди да, то есть- четко подходят, не ждут, а пользуются всеми Да, то есть, благами. эти моменты, они имеют как бы двустороннюю связь. С одной стороны, в этом заинтересовано государство, но от этого выигрывает и простой человек. Допустим, мы как пользователи транспорта выигрываем за счет скорости, планирования своего времени, а перевозчик, экономические системы за счет того, что может перевести больше пассажиров и более оптимально. Игорь Борисович, спасибо за интересную информацию. И напоследок, конечно же, не можем не спросить о работе кафедры, да, Крымского федерального университета. Молодежь, вот насколько она стремится к научным развитиям? У нас есть курсы, даже в специальности туризм я читаю эти курсы, это геоинформационные технологии в туризме и так далее. Мы, конечно, максимально стараемся продвинуть эту идею в общество. И, конечно, студенты заинтересованы. Сейчас студент очень открыт ко всем инновациям, ко всем новым моментам, все знакомы с новыми приложениями, теми же самыми. И все это активно работает в том же туризме, да, потому что наши туристические ресурсы, они все дифференцированы в пространстве, и поэтому и путеводители, и приложения, которые работают с геоинформацией, они, естественно, работают с геоинформационными системами. Поэтому студент очень заинтересован в этом, это интереснее, чем, допустим, какие-то другие направления, и, естественно, имеет определенную перспективу даже для Крыма и для нашей страны. И самое главное, что вы хотели пожелать всем телезрителям? Да, сейчас в наше непростое время главное беречь здоровье, да, и также пользуйтесь геоинформационной системой, они скоро войдут в каждый дом, я думаю, это всем будет только на пользу. Замечательно. Спасибо большое. Мы, в свою очередь, желаем вам хорошего дня и благодарим за то, что посетили нашу студию. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Hürmetli dostlar, yayınımızın devamı etimiz ve elbette efirimizdeyim de nefbeteki kısmımız yan karaca sızı sesi eretiniz ve bizden ayrılmanız.